Здравствуйте, Александр Германович. Представлю вас нашей аудитории, хотя в этом вы не нуждаетесь. Вас многие знают с экрана. Эксперт, выдающийся аналитик в экономике, геополитике и истории. В общем, мы на связи с человеком номер один в аналитике, можно сказать. Спасибо. Благодарю. Сегодня хотелось бы с вами обсудить ряд вопросов, касающихся безопасности в целом на Кавказе и, в частности, в нашем регионе. По возможности коснемся и других актуальных, наиболее важных тем уходящего года. Начнем с волнующего жителей Абхазии вопроса. Прошло уже 32 года после окончания войны между Абхазией и Грузией, но по сей день между этими странами не заключено юридически обязывающего соглашения по неприменению военной силы, базирующееся на признании Грузии существующих реалий. Независимость Абхазии – это факт, признанный рядом стран. Вот в ноябре прошел очередной уже 65-й раунд женевских дискуссий, где все эти годы Грузия проявляет неконструктивный подход по всем стоящим вопросам, заявляя, что эта территория оккупирована Россией. Для Абхазии Россия является гарантом безопасности и главным стратегическим партнером. Периодически и в очередной раз, совсем недавно, Грузия потребовала от России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии в обмен на восстановление дипломатических отношений. На что МИД России заявил, что это требование ущербно и нереалистично, подчеркнув, что признание государственности республик необратимо, а для восстановления диалога с Грузией нет предпосылок. Обратим внимание на политику Грузии, которая сейчас, в общем-то, лавирует между Россией и Европейским Союзом. Удастся ли и дальше Грузии держаться этой линии? Какова, на ваш взгляд, в дальнейшем будет политика Грузии по отношению к Абхазии и Южной Осетии? И, конечно же, здесь очень важно, какие будут складываться отношения Грузии с Россией. Я понимаю смысл вопроса. Большое спасибо. Благодарю еще раз за то, что даете время побеседовать с абхазскими телезрителями. Мне это очень приятно, тем более, что Абхазия для меня это часть, скажем так, единого рода адыгов, так сказать, при естественно том, что Абхазия является абсолютно независимым государством, отдельным народом, но тем не менее есть общее происхождение. Я как человек черкесского происхождения с большим удовольствием всегда и езжу в Абхазию, был неоднократно, и наблюдаю за тем, что сейчас происходит в вашей части Кавказа. Естественно, всегда будем рады вас видеть. Спасибо. Благодарю. Мне очень приятно, тем более, что еще с другой стороны отмечу, что у меня по отцу родственники очень близкие в Нальчике, с другой стороны в Краснодарском крае, в городе Белореченск, место происхождения моей бабушки, ее фамилия Бадракова, тоже адыгского рода старого. В любом случае, я отмечу следующее. Конечно, та ситуация, которую в свое время заложили около 100 лет назад, когда большевики поделили Кавказ в том виде, в котором они создавали границы между республиками, не могла та ситуация не проявить себя и не выстрелить. Да, Грузия, хотя и древняя христианская страна, все-таки страна, объединившая очень и даже слишком разные народы, у них есть проблемы с турками-месхетинцами, это хорошо известно. С другой стороны, Абхазия никогда не были частью грузинского этноса, грузинского народа. Это отдельный народ. И вот это искусственное объединение осетин, аланов, абхазов, многих других национальностей в одно единое целое могло дать не очень хороший результат. И поэтому та война, эти проблемы, которые были связаны с 1991 годом, были фактически неизбежны. По той причине, что, естественно, любой народ имеет право на суверенитет, на самоопределение, так, как ему это видится. И по этому поводу, конечно, я помню, и я бы сказал, что в Кабарде память жива о том, как проходила та война, как абхазы боролись за свою независимость. Это не общие слова, это не политкорректные слова. Для меня это часть такой большой боли под названием Кавказ, будущее Кавказа. Тем более, что мой родственник Кунижев сейчас вице-премьер правительства Кабардино-Балкарии. И по этому поводу действительно не могу не думать постоянно о том, что будет дальше с нашим большим регионом и со всеми государствами, которые в него входят. В том, что касается заявления Кабахидзе,
который говорил о невозможности соглашения о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией. Вот, я думаю, что соответствующий ответ ему дал заместитель министра иностранных дел Одиссей Беглава в Абхазии. И, собственно, конечно, такая позиция неприемлема. При том, что мы понимаем, что Ираклий Кабахидзе стремится к каким-то положительным сдвигам и в отношениях с Россией, с построением, наверное, какого-то долгосрочного мира. Но я никогда не укрывался за общими словами. Просто хотелось бы отметить, что, конечно же, еще раз, может быть, повторю, что Кабахидзе стремится к какому-то миру, к стабильности на Кавказе. Но насколько этот путь действительно ведет к миру, для меня, в особенности после того, как Одиссей Беглава ему в августе месяце ответил, у меня остается несколько вопросов. Есть очень хорошие шаги, не заметить их невозможно. Я думаю, что Бадрар Зурабович Гуньба тоже замечает эти вещи. Я имею в виду, что порт Анаклия сейчас, Да. расположенный в 1,5 километрах от абхазской границы, там буквально минимальное расстояние, больше не рассматривается как объект американских инвестиций, и что, скорее всего, туда могут прийти китайцы. Я напомню, что Анаклия долгие годы рассматривался США как возможный порт для строительства своей собственной базы глубокой воды, может быть, даже для того, чтобы там останавливались, заходили американские корабли, когда они в рамках доктрины Монтре бывают в Черном море. А может быть, кто знает, там и базировались какие-то местные корабли, которые будут на самом деле Все может американскими, быть. только под местным флагом, украинским флагом или турецким флагом. Может быть, даже и турецкие корабли заходили в такой бы порт. Поэтому то, что американцы сейчас от этого отказались, и то, что порт придается, насколько известно, рассматривается такая возможность китайцам, это положительный сдвиг геополитический. И он положительно хотя бы потому, что в Абхазии, как мы знаем, находится такая серьезная база, как Учамчир, который по соглашению между государствами россияне продолжают пользоваться, как когда-то вместе с абхазами они строили этот Учамчир еще 80 лет назад, в эпоху 40-х годов. И, естественно, нахождение рядом такого крупного объекта, как Анаклия, с враждебным флотом очень плохо повлияло бы на обстановку. Тем более, что буквально на днях беседовал с грузинами, проверял свою информацию, и отмечу, что ситуация остается по-прежнему очень специфической. Что я имею в виду под специфической ситуацией? Давайте посмотрим глубоко. По-прежнему проводятся грузино, Азербайджана турецкие маневры. Фактически для меня это маневры НАТО. Это Североатлантический альянс. Потому что Турция вторая страна НАТО. Я ничего не придумываю, ровным счетом не пытаясь как-то поставить неправильные акценты. Мы знаем, как господин Алиев, Ильхам Гидарович, приветствует НАТО на Кавказе. И действительно, трудно не заметить было соглашение по Зангезуру, подписанное в Вашингтоне между Пашиняном и Алиевым при посредничестве Трампа. Трудно не заметить вот эти военные маневры. Трудно не заметить, что советником президента Азербайджана является турецкий генерал Акай или турецкий контингент, который официально занимается тем, что там гуманитарно помогает разминировать Карабах. На самом деле, конечно, страны имеют право на свое сотрудничество. У них есть Шушинская декларация, подписанная в городе Шуша, как его называют азербайджанцы. Армения называют Шуши, но вот это территория Азербайджана, давайте будем корректными. И согласно этой декларации у них вообще-то совместная промышленность, в том числе я понимаю, что и военные промышленности. Так или иначе, получается очень интересная картина. В Грузии по-прежнему присутствует очень много объектов НАТО. Они никуда не девались, они не деваются. Мне хочется замечать сдвиги, но что я могу сказать по поводу наличия там базы Лугар прямо на территории Грузии? Это военная лаборатория, называю вещи своими именами. В Тбилиси находится центр НАТО подготовки кадров. Есть базы высокогорных стрелков, которые в 2 шагах от границы с Россией. Есть другие объекты. По некоторым данным, и в Батуми, и в Поте наблюдается присутствие американских военных. Грузины часто с этим не соглашаются, но я снова говорю, по косвенным данным, там есть накопитель для боевых отравляющих веществ в одном из этих портов. Есть станция слежения за Черноморской акваторией. То есть получается, что
начиная с базы в Азиане, очень крупного логистического узла, и вплоть до побережья, Грузия остается страной присутствия НАТО. Абхазия, тем более в свете заявлений, получается, высокого руководства Грузии, я про Ираклия Кабахидзе, как-то тоже хочет строить свою безопасность, свой суверенитет и быть уверенной, что никто не покусится на ее территориальную целостность, на ее границы, тем более, что мы хорошо понимаем, насколько в Абхазии остро стоит проблема сохранения абхазского народа. Потому что абхазский народ нуждается в том, чтобы его стало больше. Он сейчас не очень многочисленный. Да. Это отдельная проблема, серьезная демографическая. И, конечно же, абсолютно закономерно то, что люди опасаются примерно того сценария, о котором мы, может быть, поговорим в рамках Зангезура, как отдельный какой-то вопрос. Я расскажу об этом более подробно, если будет интересно. И мы знаем, насколько коварные планы Североатлантического альянса, который умеет строить не только прямое боестолкновение, как, на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем на Украине. Для меня это отнюдь не война украинцев, а это война ВСУ, точнее НАТО, Да. киевской хунты против России. Иначе сказать не могу. И, конечно, когда наблюдаешь такой сценарий, думаешь, а что будет тогда, когда распространится, я надеюсь, что этого не будет никогда, на юг конфликт. Но такой сценарий нельзя исключать. Поэтому, исходя из всего того, что я сказал, будь то предыдущий президент Абхазии Арзинба, будь то уважаемый мной господин Гунба, я не вижу, каким образом сейчас ситуация может измениться в лучшую сторону, пока Грузия четко не выберет, с какой стороны барьера она находится. Я вижу, что такого выбора не наблюдается. И мало того, я вижу усиление присутствия НАТО. Надеюсь, мы дальше в вопросах ваших, в моих ответах разовьем этот комментарий, более подробно на этом остановимся. Но, тем не менее, мне хоть одно заявление, которое было подтверждено фактами. Эти факты – это гарантия для абхазского народа признания его суверенитета. Я знаю позицию России, понимаю, что Россия заинтересована в мирных отношениях с Грузией, но я абсолютно убежден, что Россия никогда не поступится ни интересами абхазов, потому что очень давно все-таки абхазский народ получил гарантии своей безопасности, своего суверенитета от лица русского народа, россиян. И для России это в том числе еще и безопасность Сочи, безопасность своего Конечно. южного региона. Фактически та политика, которую сейчас исповедует Грузия, не показывает мне окончательного отхода от блока НАТО и учета местных региональных интересов. Есть еще одна составляющая, очень серьезная для меня. Она волнует, насколько я знаю, и грузин, но волнует, это не значит, что есть какие-то шаги, которые показывали бы, что что-то здесь меняется. Мы видим усиление Турции, мы видим усиление турецкого военного флота. Мы знаем, что турецкий военный флот на сегодня на 20 с лишним тысяч тонн превосходит по тоннажу российский военный флот в районе Черного моря. Турецкий военный флот – это 85 тысяч тонн водоизмещения, и собрать все вместе кораблей. Мы знаем, что Турция строит корабли для украинской хунты, для Киева. Построен первое уже плавсредство, корабль. Это Гетман Иван Мазепа. Он сдан был украинской стороне, на нем поднят украинский флаг. Строятся еще 3 таких же корабля, той же самой серии, фрегаты, серия А, да, турецкая серия. И возникает вопрос тогда, а как вот Абхазии думать насчет Черного моря? Если верить на сегодня политике Грузии, то в Грузии сейчас суда, которые осуществляют рейсы между Турцией и Грузией, имеют единые каботажные номера. То есть такое впечатление, что они не покидают турецкой акватории, хотя в принципе они переходят на территорию другой страны, Грузии, другого морского пространства. А получается, что у них общие каботажные номера, как будто бы они осуществляют внутренние рейсы. Конечно, это только один из знаков, это как барометр, который показывает погоду, но это очень серьезный знак. Поэтому мне кажется, что окончательного регулирования конфликта до решения общего
по России с Североатлантическим альянсом всех вопросов Мгм. я пока не наблюдаю и в ближайшие годы наблюдать не буду. Я думаю, что это еще продлится минимум 2-3 года, исходя из того, что мы наблюдаем со стороны Североатлантического альянса. Причем 2-3 года – это хороший прогноз. А мой прогноз – это будет около 5 лет. Я сказал то, что хотел по этому поводу. Спасибо. Конечно, присутствие такого флота и присутствие НАТО в Грузии это очень обстановку делает напряженной. Вот. А вот по теме порта Анакли, сейчас вот в противовес, долгие годы, оказывается, лет 5 в Абхазии проводилась эта работа совместно России и Абхазии. Вот, создали таможенный терминал и вот, на границе с Грузией. И тот терминал, который на границе с Россией, тоже он будет расширяться сегодня. И у нас вот есть, как вы сказали, порт в Ачемчире. И товаропоток из стран Индии, ну, вот Индии, там, Армении, Китая, Ирана будет вроде проводиться и по этой цепи. То есть у нас есть порт, у нас есть вот новый аэропорт, автомагистраль связывает Россию с Абхазией. То есть, мне кажется, очень своевременно они это задумали, и как бы не афишируя, вот сегодня появилась эта новость, буквально вот вчера, позавчера, у нас в новостях были эти новости, то есть все готово к этой работе, и мы надеемся, что такие вот грузы пойдут в Россию. Это, наверное, наиболее удобный путь на сегодняшний день. Вот, и это произошло. Но если говорить в целом о ситуации на Кавказе, следует, конечно, отметить события, произошедшие между Азербайджаном и Арменией, вот недавно совсем. Мы видим интерес и заметное участие ряда стран в этой части Кавказа. Это вот в первую очередь Турции, вот даже Франции, Соединенных Штатов и Великобритания где-то там, по-моему, маячит. Интересы России и Ирана, конечно же, тут присутствуют, и они нам более понятны. Было неожиданным, что при посредничестве Трампа, как вы говорили, не так давно была подписана декларация о мире и сотрудничестве между Арменией и Азербайджаном. Правда, при этом Трамп оговорился, назвал Армению Албанией. Но это в порядке вещей у них. И затем пошли разговоры вот о Зангезурском коридоре, проекте, реализация которого до конца, похоже, никому не известна. Даже, наверное, главным участникам, мне кажется, ничего не понятно. Вы могли бы помочь разобраться в этой паутине интересов разных стран в этом регионе Кавказа, вот небольшом, казалось бы, регионе? Одни поддерживают Армению, другие страны поддерживают Азербайджан, причем эти страны союзники, принимают разные стороны. В чем может быть причина их кажущейся со стороны несогласованной такой политикой? Смотрите, в том, что касается той ситуации, которая складывается в Зангезуре, необходимо учитывать действительно, ну, я бы сказал, интересы, уходящие вглубь веков. Что я имею в виду? 200 лет назад император России Павел I думал уже о том, чтобы Российская империя смогла торговать с Индией и иметь отношения с Южными морями. Очень серьезный был вопрос для России, тем более еще в те годы. Когда я сейчас говорю Россия, это Российская империя. Это когда Сначала Великобритания обогащалась этим регионом? Дело в том, что уже в те годы британская разведка делала все возможное и невозможное, чтобы проект контакта Российской империи и народов, которые населяли Российскую империю, с Ираном, тогда Персией, с Индией не осуществилось. И это действительно была очень большая головная боль для лорда Пальмерстона, который, по-моему, думал исключительно о войне с Россией, для тогда премьер-министра тоже Великобритании Дизраэля, для многих других, которые делали все возможное и невозможное. Возможно, даже устранение Павла I, его убийство в чем-то было связано с этим вопросом. По крайней мере, есть такая историческая точка зрения. Мы знаем, что Молотов возродил этот проект под эгидой Иосифа Виссарионовича Сталина, создание трансконтинентального вот этого пути, который шел бы от Петербурга, тогда Ленинграда, вниз, до порта Чабахар, чтобы были возможности провозить грузы до Мумбаи.
совместным путем, интермодально, то есть железной дорогой, морским речным транспортом при помощи Каспия, даже по каналам. Такая возможность рассматривалась. И, насколько я знаю, чтобы сократить эту историческую справку, сейчас все действительно готово к Да. запуску этого трансконтинентального коридора. И это страшная абсолютно реалия для англосаксов. Очень долго придется рассказывать, просто упомяну, что есть такая теория англосферы или зона Индо-Пасифик, которая утверждена официально была и в Америке, и в рамках НАТО, и Борисом Джонсоном, ведущим ухода от власти Великобритании, которая предполагает, что зона Индийского и Тихого океанов – это зона англосаксонских интересов. Появление там России и союзников России по блоку БРИКС, стран, работающих с Россией, как та же Абхазия, это очень большая головная боль, очень большая проблема для всего этого англо-американского блока. Они этого не хотят. Настолько не хотят, что совсем недавно, менее 10 лет назад, американцы даже переименовали свое Тихоокеанское военно-морское командование Да. в Индо-Тихоокеанское военно-морское командование, подчеркивая, что это зона их, что они там наложили лапу и что они там будут всем править. Естественно, что Трамп делает все возможное, чтобы Россия не имела хороших отношений с Индией. Правда, он делает то же самое относительно Турции, между прочим, призывая Турцию отказаться от сжиженного природного газа из России. Это просто, чтобы люди знали и не держали, не имели никаких иллюзий по этому вопросу. И получается, что ситуация на Кавказе и в Азербайджане напрямую завязана на создание этого трансконтинентального коридора. Потому что на самом деле, естественно, логистика правит миром. Да. Произвести товар хорошо, его надо, мы говорили об Учимчире, говорили об аэропорте, естественно, надо каким-то образом доставить все до потребителя. А для этого требуется логистическая система. Тот, кто командует путями, тот командует миром. Поэтому мы понимаем, сколько усилий сейчас прикладывается, чтобы разрушить союз России и Ирана, уничтожить иранскую экономику. Вы видели, что как по этому поводу отпала бомбардировка Ирана совсем недавно еще с союзником США, Да. Израилем. И мы знаем, что именно сейчас Тель-Авив накачивает оружием Азербайджан. Это не скрывается, между прочим. Есть контракты на поставку новейших видов вооружений со стороны крупнейших компаний Израиля, IAI и Elbit, военных компаний, которые поставляют новейшее оружие Азербайджану, поставляют американцы через европейцев оружие Азербайджану. И если посмотреть внимательно на всю проблематику азербайджанской армии, а это опять-таки имеет отношение к Зангизуру, то можно сказать, что действительно это уже фактически армия НАТО. Офицеры азербайджанские с советским военным образованием давно были уволены в отставку. Многие досрочно, потому что не устраивала их позиция, не устраивало их мировоззрение. Были скандалы крупные в Азербайджане, люди уходили в никуда. А сейчас все офицеры, 90% больше азербайджанской армии имеют турецкое военное образование. Это лозунг «Один народ, два государства». Он официальный лозунг между Анкарой и Баку. Это очень странный лозунг. Я христианин, хотя часть моей семьи сунниты в Нальчике. Но, тем не менее, я очень сильно удивлен, что Азербайджан отказывается фактически от своего собственного какого-то мышления, видения мира, потому что шииты все-таки не сунниты, это несколько другое видение мира, видение религии. Но теперь говорят, что пришло время объединения, возможно, хотя я не вижу, чтобы Иран особо сильно объединялся с Турцией или менял свои взгляды, традиционные взгляды Персидской империи, империи сефевидов, вообще-то, еще правильно говорить, которые правили Кызылбакши, азеро-тюркская династия. Поэтому меня удивляет, конечно, такой подход, но пусть решают люди сами между собой. Я могу говорить только о военной и экономической составляющей, тем более, что они связаны. Александр Что делает Антонович, Азербайджан? хочется еще сказать вот о том, что и нынешний Пожалуйста. президент Азербайджана, и его отец, они как бы получили образование в России и знают весь этот период. И вот такой поворот, вот, на самом деле, не очень понятен президент Азербайджана, удивляет. Я бы сказал, что тут на самом деле все-таки очень сильно влияние, насколько я понимаю, семьи его красивой супруги Пашаевой. Действительно замечательная женщина, которая сейчас занимает фактически второй пост государственный в Азербайджане, что тоже такой сильный ход, да. Я знаю, что, допустим, в том же самом Никарагуа
Росарио, супруга президента, тоже является Да. сопрезидентом. Ну, вот других примеров таких не знаю. Пример интересный, да. Но в любом случае, я знаю, что насколько силен Паша банк в Лондоне, и я знаю, каким образом проводятся некие финансовые потоки, понимаю, насколько серьезен вопрос, тем более, что интересы Азербайджана на сегодня очень здорово связаны с British Petroleum, так как речь идет о крупнейших месторождениях, которые, как минимум два в Азербайджане, на шельфе Каспийского моря. Третье месторождение совместно с туркменами – это Дост-Луг, так называемый. Везде там присутствует British Petroleum. Да, там есть и французский Total, который одно время отсутствовал, сейчас вернулся. Британские старшие партнеры и ближайшие товарищи Турции. Тем более, что я напомню, Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции, в прошлом глава разведки Турции, МИД, МИТ, это специалисты в области именно британо-турецких отношений спецслужб. У него даже диссертация на эту тему защищена, я ее читал, сравнительный анализ британской и турецкой спецслужб. И я понимаю, что такой проект Организация тюркских государств, ОТГ, и насколько он дорог сердцу Реджепа Эрдогана и Хакана Фидана. Мы это видим очень хорошо. Так же, как я знаю, что такой проект Мави Ватан, Голубая Родина, распространение турецкого влияния на Восточное Средиземноморье. Это даже не неоосманство, это больше, чем неоосманство. Османская империя никогда не доходила до территории Персии, никогда не выходила на Каспий, и, естественно, не думала о своих интересах в Центральной Азии. Какие интересы у Османской империи могли быть в Центральной Азии? Даже в эпоху там, великолепных султанов, вот, никогда в жизни ни султан Сулейман, ни кто-либо еще таких вещей даже не мыслили. А Раджеп Таyyip Эрдоган вполне себе мыслит. Это отдельная тема, очень интересная, подробная, я могу долго на нее говорить, по поводу нее говорить. Сейчас, если вернуться к Зангезуру, получается, что он зрачок циклона. Он самый центр страшного узла, вы правы, разобраться тяжело, это паутина. Разберемся сейчас очень быстро. Во-первых, Зангезур признается, конечно же, в Азербайджане как территория Армении, но признается с очень интересными высказываниями президента Азербайджана, потому что я в его речах не раз читал, что да, была такая вот, ну не ошибка, а некая историческая нецелесообразность, что ли, скажем так. И я понимаю, на чем она основывается. Действительно, сначала эта территория была, я беру Сюникскую область Армении, сначала она была, когда исчезла Российская империя, распалась, так вот, она сначала была азербайджанской, какие-то там полгода, год, может больше, а потом пришел национальный армянский герой Горегин Нежде, человек очень неоднозначный, но я не буду сейчас брать всю его биографию. Как говорится, где вы видели интересных людей без сложной биографии? У него она была очень сложная, он даже сидел в советской тюрьме за свои деяния в эпоху Второй мировой войны на территории Болгарии. Он там вербовал людей в Кавказский регион, это известно. А я знаю, что его даже не приняли, исключили из Дашнак Цутюна за жестокость. Но не важно. Важно то, что Горегин Нежде, его честь сейчас названа даже площадь в Ереване, насколько я знаю, он сумел отбить эту область для Армении. Сюникская область в той эпохе стала частью Армении. И она отделяет Нахчеван, как говорят в Азербайджане, то есть Нахичевань, если говорить по-армянски чуть-чуть, с этой фонетикой, от Большого Азербайджана. И трансконтинентальный коридор, который хотят проложить, идти он будет до Центральной Азии, поэтому я говорю про неоосманские интересы, так вот этот коридор должен пройти через Зангезур. И если этот коридор будет построен, это приблизительно 40-45 километров, то действительно вот эта цепь, она замкнется. И на этом появится возможность качать с Шах-Денис, месторождение в Азербайджане, качать с Дост-Луг, другое месторождение, если третье, качать газ, качать нефть на Европу. Это очень серьезный план, потому что с точки зрения европейских кукловодов, я так понимаю, и Федеральная резервная система США, которая командует долларом, на этом можно будет обрушить российскую экономику. Почему они так думают? Они так думают, потому что тогда, когда, как мы помним, курс рубля, связанный с баррелем, упал крайне низко в 90-91 году, Советский Союз погиб. Я думаю, что была не единственная причина гибели Советского Союза, никак его распада, отнюдь. Но они считают так.
Поэтому возможность снабдить Европу таким потоком газа, нефти в обход России, это фактически изолировать Россию, действительно лишить ее серьезного бизнеса. До сегодняшнего дня говорят, что я использую такую форму, говорят, потому что есть разные данные. Но сейчас не менее 20-25% российской экономики по-прежнему завязано на нефтяной бизнес. Западники считают, что не менее 40%, если собрать связанные предприятия, ну, можно среднюю цифру взять, 30%. Это очень много. Это здорово меньше, чем было, допустим, 15 лет назад, когда 70% было завязано. Я тут считаю славу Владимиру Владимировичу Путину, его команде, которая смогла так снять Россию с нефтяной иглы. Но 30% это еще очень много, если брать 30%. И если сейчас этот бизнес действительно окажется в обход России, будет серьезная проблема. Поэтому, когда в Баку ссылаются на то, что была подписана Московская декларация в 2020 году, окончание второй или даже третьей, с учетом апрельских событий, третьей Карабахской войны, ну, ее называют второй неправильно, не учитывая, что были события апрельская война одномесячная между Арменией, между Карабахом и Азербайджаном. Так вот, забывают, что в Московской декларации имелось в виду, что российские погранвойска будут контролировать район, спокойствие района, обеспечивать спокойствие. Что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем, что Трамп подписал, ну, дал возможность подписать это соглашение, в том числе по Зангезуру, между Пашиняном и Алиевым в Вашингтоне, и встал вопрос о контроле со стороны американских войск за этим коридором. А это страшно. Это означает, что весь Южный Кавказ превращается в такой пороховой склад НАТО. Про Грузию мы уже начали с вами говорить. И я могу сказать, что в ASEAN никак не уступает по объему своего хозяйства. Это логистический центр, база с аэродромом военным и военно-транспортным. Никак не уступает Жешуву. Жешув – это основной центр Польши, который позволяет снабжать весь украинский фронт. Там идет снабжение еще через море, через Черное, но Жешув – основной центр снабжения. То есть, получается, создан очень крупный логистический центр НАТО на территории Грузии. И вдруг представьте себе, что в Зангезур в качестве гаранта мира входят еще или американские войска, или американская ЧВК. Я считаю, что, как говорят в России, хрен редкий не слаще. Абсолютно мне не важно, это будет ЧВК США, или это частная военная компания, или это будут американские войска под американским флагом. Но я все-таки отмечу, что в Армении сейчас регулярно уже проводятся маневры, в которых принимает участие 101-я дивизия «Кричащие орлы», так она называется, армии США. Причем эта дивизия, она базируется вообще-то в Румынии, прямо на границе с Молдавией и с Украиной. И регулярно уже, по-моему, третий год подряд, точно 2 года, может быть, уже и 3, они приезжают на базу ЗАР в Армении, и там совместно еще с французским контингентом, тоже НАТО, принимают участие с армянской армией в маневрах. А это фактически уже начало присутствия на Кавказе. Теперь представим себе, что в Зангезуре стоят на законных основаниях такие войска. Это будет изменение абсолютно всего, я бы сказал, пейзажа геополитического Южного Кавказа. И окончательная подготовка к очень серьезным вещам. Ну, какие вещи? Давайте я скажу еще одну вещь, которая не учитывается. Она касается косвенной Абхазии, кстати. Я имею в виду изменение миграционного состава. Я выше говорил, что, конечно же, абхазы очень сильно думают, пекутся о сохранении себя в качестве народа, о демографии, это правильно, потому что всегда есть опасность, что людей становится меньше на своей собственной земле титульной национальности. А теперь представьте, что вдруг начнется какая-то массовая миграция. Нет, слава богу, в Абхазии она пока не начнется, но ведь та же самая ситуация стоит перед Арменией, а это в 2 шагах. Что я имею в виду? Все население Армении – это около 3 миллионов человек. Остальное – это диаспора. А теперь я слышу речи со стороны президента Азербайджана, господина Алиева, который еще 2 года назад говорил в доме западного азербайджанца, есть такой дом на территории Баку, что он гарантирует, что азербайджанцы родом из Зангезура вернутся к себе домой. Вот так вот. Но там очень много было сказано жестких слов. Я специально максимально мягко отдаю эту информацию. Я помню хорошо конкретно эту речь, я ее читал.
Но получается такая очень нехорошая картина. Да. Получается, что около 1,5 миллиона азербайджанцев сейчас ну, являются людьми происхождения из Ангизуры. Когда-то 200-250 тысяч человек уехало, но азербайджанцы, люди с хорошей демографией, их стало гораздо больше, их стало 1,5 миллиона человек. И вот их президент говорит гуманитарно: я хочу гарантировать ваше возвращение в этот регион. Если говорить о том, как будут гарантироваться возвращение вот этих азербайджанских переселенцев, ну, мы хорошо понимаем, если там стоит американская частная военная компания, если там будут, наверное, присутствовать и как-то азербайджанские подразделения. А почему они? Потому что, с одной стороны, Нахичевань, с другой стороны, Большой Азербайджан, в центре американские войска или американская ЧВК, тут же еще и переселенцы прибудут. Но для меня это уже превращается в какой-то район, даже не Азербайджана, а это совместная турецкая зона. И, конечно, в этом заинтересованы люди. Есть сообщество стран, которые хотят брать нефть и газ из Каспия. И эти страны, естественно, заинтересованы в том, чтобы было именно все так. Ну, то есть Армению будут давить и дальше, да, вот получается. Не Ну, просто будут давить, будут еще серьезнее, потому что на сегодня на территории Армении второе по численности посольство США в мире. Там 1200 американских дипломатов, сотрудников посольства. Не все они дипломаты, в том числе сотрудников. В маленькой Армении второе по численности посольство США в мире. Да. Потом там же французы стоят. Французы дают безумное количество денег сейчас для строительства да. Ереваня. Ереванская молодежь говорит: у нас все совершенно замечательно. Но они забывают, что в той же самой Украине тоже люди говорят, что все замечательно. Закончилось мы знаем как. И ясно, почему так закончилось. Поэтому ясно, что просто так деньги никто никому не дает. Французские военные поставляют сейчас уже свое оружие. Ракеты «Мистраль», САУ «Цезарь», самоходные артиллерийские установки, платформа «Бастион» французского производства. Много чего еще другого там. Получается, это все-таки согласованная Дело политика. Иногда, кажется, Франция отдельно там работает, Великобритания отдельно, но в целом вырисовывается, что это, в общем-то, неспроста. Да. Нет, есть общая политика НАТО. НАТО на Мадридской конференции НАТО в июне 2022 года зафиксировала, что Россия является врагом. А документы, которые были после этого изданы НАТО, показывают, что идет развитие 3 фронтов, 3 направлений, которые на самом деле были зафиксированы еще Бильдербергским клубом в 1954 году, 1954. Тогда Бильдерберги, те, кто были отцы основателя Бильдерберга, кстати, нацистские офицеры, чисто они были голландское отделение НСДАП, национал-социалистической партии, они зафиксировали, что для того, чтобы давить на Россию, надо создать на юге от России государство очень большое, которое станет таким, мега-государством, идущим от Средиземноморья до Индийского океана, которое будет постоянно давить на Россию снизу вверх, выдавливая ее в северные пустынные земли, где ее демография, России, угаснет естественным путем. Я сейчас просто цитирую. Звали этого человека Джозеф Реттингер, нацист. Берхард Голландский вместе с ним основал Бильдерберг. Мне вообще непонятно, почему Бильдерберг считается нормальной организацией. Это нацистская организация. И там говорилось о том, что такого государства еще нет на юге от России, но его надо создавать. Поэтому я говорю, что очень серьезно отношусь к организации тюркских государств и понимаю, о чем идет речь. Потому что НАТО живет по этим принципам. И принцип очень простой. Первый фронт – это украинский. И мы знаем, здесь хватит и Збигнева Бжезинского. И в свое время была декларация 1-20/1948 от 1948 года Госдепартамента США о том, как надо бороться с Советской Россией сразу после войны. Бильдерберг, о котором я сейчас сказал, есть другие документы. Они все предполагают, что чтобы справиться с Россией, надо добавить к фронту, идущему с запада на восток, украинскому фронту, надо добавить еще и южное направление. А я говорю, что, на мой взгляд, к сожалению, самая серьезная провокация НАТО готовится именно на юге. Почему? Ну, по простой причине. Есть, во-первых, вопрос той же самой демографии. Крайне важный вопрос. Немецкий социолог Гуннар Хайнзен в книге про демографию в 1924 году написал интересную очень вещь. Он сравнил демографию вот этих стран тюркского пояса, которые входят в организацию тюркских государств.
Но там демография безумная. Там, где было 1000 человек моего возраста, то есть мне 57 лет, теперь, это не я говорю, это говорит Гуннар Хайнзен, теперь 2000 человек в возрасте 15-19 лет, от 15 до 19. Это в Турции. Я прямо цитирую по памяти индексы. Если брать другие страны, входящие в состав Организации тюркских государств, Азербайджан, если брать Туркменистан, то там индекс больше 2. Там 2300, 3000 юношей, там, где было 1000 людей, вот моего уже достаточно пожилого возраста. И правильно спрашивает немецкий социолог, куда денутся эти люди. Я не буду описывать сейчас все его пути, у нас сейчас с вами не лекция, и он там пишет тоже вещи очень жесткие по-своему. Но самое главное, что ясно, что избыток этого мужского населения пойдет в армию. Или должен идти в экономику, но экономика Турции не на крыле, она сейчас в плохом состоянии. Да. Но зато Турция начинает наращивать, уже давно начала наращивать производство оружия. Она стала наращивать производство оружия с 2011-2012 года. Сейчас 25-й. Тут вопрос такой. Много мужчин молодых, им некуда идти, живут не очень хорошо, да? Параллельно много оружия. В 2 шагах, так сказать, есть возможность как-то приложить свои усилия. И есть НАТО, который подстрекает людей фактически к таким вот опрометчивым шагам. И есть Реджеп Тайип Эрдоган, который говорит о неоосманстве, о том, что эта зона должна быть действительно турецкой зоной, исходя из общего происхождения. Прямо записано в устав Организации тюркских государств. Единство происхождения, единство веры, единство культуры, вот так, единство истории, единство языка еще. Но я не согласен с одним из этих пунктов, там нет никакой единой истории между Азербайджаном и Турцией, совершенно разные зоны, да? Я думаю, все на Кавказе это понимают. Вот что говорит там о единстве Узбекистана и Турции? Где Узбекистан, где Турция? Языки тоже разные. А то я тогда могу как русский человек говорить, что нету польского языка, да? Это смешно. Польский язык есть, сербский есть, болгарский есть. Какое единство там история наблюдается? Не знаю, какое там единство истории. Поэтому, исходя из всего того, что сказано, опасность американского присутствия и развития вот этих тенденций Азербайджана турецких, она очень сильно велика. Насколько я понимаю, НАТО сейчас предоставляется 2 пути. Один путь – это путь Пашиняна. Армения мирно, спокойно входит в состав, в орбиту, скажем так, НАТО. Не обязательно быть страной НАТО, можно просто быть в орбите. Я могу привести пример Азербайджана. Азербайджан – нейтральное государство. Но нейтральное государство Азербайджан принимает 9 мая, на самом деле 10 мая, у себя кого? Представителей киевской хунты. И президент нейтрального государства принимает шевроны, нашивки нацистских частей, которые ему передают делегация из Киева. Это как? Это нейтральное государство, да? Нейтральное государство говорит, что оно может быть гуманитарным партнером киевской хунты. Это мне очень интересно, нравится такое высказывание. То есть они говорит в частности транснациональная корпорация «Сукар», мы поставляем в гуманитарных целях бензин для Киева. Вот я люблю говорить, это значит, показываю вам какая-то картинка. Это подъезжает скорая помощь на заправку где-нибудь в Киеве, да, и заправщик заправляет скорую помощь. Потом подъезжает танк, заправщик кричит, нет, вы не имеете права заправляться, это горючее от уважаемой азербайджанской компании «Сакар», это только гуманитарное горючее, мы вас не заправим. Это вот как мы себе представляем такую картинку, да? Плюс к этому поставка продовольствия. Да, никто никогда не скрывал, что оттуда поставляется продовольствие Киева. Гуманитарно? Гуманитарно. А простите, банка тушенки, которую ест солдат в окопе, это гуманитарный груз? Солдат может воевать без тушенки? Как и без патронов он воевать не будет. Поэтому, вы знаете, тут я год назад, скоро год, в декабре, беседовал, в декабре прошлого года, с доктором наук юридических, доктор права, как говорят в России, который преподает в МГУ. И она мне сказала, очень серьезная женщина, работает в очень серьезном месте, помимо того, что она доктор наук, она сказала, я не могу отделить сейчас право войны от права мира. Все размыто, серая зона сплошная. Где война, где мир, ничего не понятно. А это дело для чего? Тогда, когда вам пытаются спутать руки, тогда, когда ставят дымовую завесу, то ясно, что лучше, простите, пырнуть вас ножом, чтобы вы не увидели, откуда идет удар. Поэтому для меня абсолютно естественно видеть, допустим, что по Шушинской декларации Азербайджан собирает совместно беспилотники с Турцией.
А вы можете отличить гражданский беспилотник от военного? Вот я военный эксперт, я не могу. Вот, допустим, есть Кызыл Алма, красное яблоко, да, по-турецки. Это вроде как военный беспилотник-истребитель. А вот сейчас он будет наблюдать за ниткой трубопровода, камеру в него поставим вместо бомбы. Он вроде уже гражданский, да? Байрактар ТБ-2 тоже такой, вроде как гражданский. Только, по-моему, эти беспилотники решили судьбу Карабаха во время Карабахских войн. Поэтому, что они совместно делают беспилотники, имеют право, имеют. Но получается, куда летят эти беспилотники, да? И это могу долго говорить про различные виды вооружений, самых различных, которые, ну, как вот поймать. Хорошо, давайте я вам еще один пример приведу, на этом остановлюсь. Есть, допустим, кассетные бомбы, которые производят американцы. Когда проверяли Турцию в начале 20-х годов, Турция сказала, нет, мы не производим кассетные бомбы. Ровно через 2 года стало известно, что Турция производит кассетные бомбы по американской лицензии и поставляет их Украине, Киеву. Не всей Украине, а Киевской Хунте. Меня очень интересует, вот как это. А вот теперь давайте подумаем, а если часть этого производства будет на территории Азербайджана, один народ, 2 государства, как мы можем такие вещи отследить? Никак. Поэтому получается, что или Армения вливается вот в этот ансамбль стран под НАТО, или, может быть, какие-то конфликты. Какие конфликты? Мы знаем, что отношения Гернадзора и Хренадзор по-прежнему там по границе, демаркация границы не установлена, не проведена. В районе Карагён, Черное озеро, тоже граница не установлена до конца. Нету демаркации границ. Мы знаем, что в Миле Меджлисе, в парламенте Азербайджана, серьезно считают, что имеет право еще на 4 села, 4 пункта населенных, которые должны, с их точки зрения, быть азербайджанскими населенными пунктами. 4 уже, кстати, Пашинян отдал. А вот в Азербайджане, говорят, еще 4 надо отдать точно. Но хотел сказать, так можно дойти до многого. Да тут переселенцы в Зангезур, точнее, Сюникскую область. Тут еще 4 села. Потом, возможно, возникнут какие-то конфликты у переселенцев с местным населением. Тогда придется гарантировать безопасность этих переселенцев. Конечно, ЧВК США помогут гарантировать безопасность. Но разве смогут сами азербайджанцы остаться в стране, если вдруг кто-то начнет делать, поступать, как когда-то было в эпоху Сумгаита, в эпоху Хаджалы? Мы помним об этих конфликтах, мы помним об этих столкновениях. Естественно, что никто в стороне не останется. И вот вам уже вспыхнула новая война. Вот какая опасность существует. И, наверное, Иран это учитывает, потому что когда Трамп дал возможность Пашиняну и Алиеву подписать эту самую декларацию об урегулировании, выступил представитель МИДа Ирана, и этот уважаемый человек сказал, что мы никогда не позволим американцам стоять на Кавказе. Никогда. Это было коротко и ясно сказано. Поэтому, в чем он сказал очень жестко, он сказал, даже не в зависимости от позиции России. И мы понимаем, что, конечно же, интересы России в данном случае в связи с Зангезуром, в связи с тем, что там творится, еще серьезнее. Почему? Ну, потому что на территории Армении находится база Гюмри. Там еще есть одна высокогорная база. Стоят до сегодняшнего дня пограничные части. Они, кстати, ушли из аэропорта, но они по-прежнему гарантируют часть границы, безопасность границы Армении. Значит, они уйдут. А что тогда? Тогда выяснится неожиданно, что вот линия демаркации неправильно проведена, надо ее менять. Что тогда скажет Армения? У нас много французских денег. Ну, извините, это как в старинном анекдоте, да, так сказать, если у вас нету пистолета, а есть часы, что вы ответите агрессору, скажите, пожалуйста, который час. Очень будет интересная ситуация, на мой взгляд. Поэтому выход Армении из ОДКБ, она это толкает сейчас Армению силы НАТО. Я понимаю, что Пашинян постоянно делает очень странные заявления, но приучает Никол Бабаевич своих соотечественников к тому, что это возможно. То он выходит, то он не выходит, но в принципе Россия тут считает все по праву международному, пока Армения не вышла из УДКБ. А завтра, допустим, она выходит. Что тогда? Тогда придется выбрать базу в Гюмри. Тогда будут уже официально маневры армяна, Азербайджана, турецка, какие дальше, американские, и еще грузинские. Ужас. Вот вам объединение, общее объединение на Южном Кавказе. И я ничего тут не сказал того, что на сегодня уже не стало достоянием гласности. Мало того, я отмечу, что сейчас уже никто не возражает, ведутся переговоры о создании совместной азербайджано-турецкой военно-морской базы на Каспии. Я понимаю, зачем, чтобы гарантировать те самые трубопроводы, которые идут, соответственно, к месторождениям, а потом возможность создания большого трубопровода, который идет через Каспий в сторону Туркменистана. Россия все делает, чтобы
такие проекты не сбылись. Мы видели, как сейчас Владимир Владимирович Путин проводил переговоры с президентом Жапаровым в Киргизии, как и в рамках ШОС и УДКБ совещались наши высокие руководители. Видели также позицию жесткую Александра Григорьевича Лукашенко, который тоже там присутствовал в Киргизии, да, и в Бишкеке. Мы понимаем, что сейчас очень многое делается, чтобы эти планы НАТО не осуществились. Но я снова говорю, на мой взгляд, если брать древние планы, которые уточнялись, основной конфликт может, к сожалению, быть вокруг Черного моря. Не вокруг украинской дуги большой территориальной, а именно Черного моря. Потому что НАТО – военно-морской блок. Если вы посмотрите на Черное море, на сегодня это море НАТО. Это не море России, это фактически то же самое, что было в Крымскую войну 19 столетия. Посмотрите на береговую линию. Украина, ну, то, что называется сейчас, я не знаю, как называть правильно, территория, которую контролирует киевская хунта, идет от Херсона, который является русским городом, оккупированным, временно оккупированным ВСУ, и до портов Рейни, Исмаил, все это нефтенародные порты на румынской границе. Естественно, Одесса, куда входит Николаев, входит в эту зону. Потом идет румынская зона, идет болгарская зона, идет турецкая зона, идет грузинская зона, которая полностью под контролем НАТО. Это все зона НАТО. Где тогда получается Россия? Россия уже свои боевые корабли во многом из Севастополя перевела в Новороссийск. Потому что боится, а чего она боится? Боится катеров, безэкипажных катеров, боится налетов дронов. Я напомню, безэкипажные катера, технология, кстати, базовая технология Третьего Рейха. Называлась тогда это линза. Такие маленькие безэкипажные кораблики, брандеры, которые должны были поджигать чужой флот, там, бить по побережью. Они уже существовали у фашистов. Потом Британия дорабатывала этот проект. Потом американцы создали проект «Мантас Т-12». И именно это «Мантас Т-12» – это и есть те безэкипажные катера, которые под флагом Украины сейчас атакуют побережье вплоть до Севастополя. И даже доходят до Новороссийска, ну, наверное, кто-то им там еще помогает. И по этому поводу безопасность Черного моря для России настолько же серьезна, насколько она была тогда, когда канцлером Российской империи был Горчаков, то есть 19 столетие, середина 19 столетия. И я понимаю то, что не только я на эту тему думаю, потому что фактически с нами пытаются повторить тот же самый сценарий, когда был союз. Тогда был чей союз? Англичане, французы, турки, ну, в принципе, вся Европа, считайте. И, естественно, Османская империя. А что сейчас мы наблюдаем? Что мы настолько умнее своих предков? Мы наблюдаем ровным счетом ту же самую картину. И для России, в случае, если, я надеюсь, этого не будет, Россия уйдет с баз из Армении, это будет продвижение блока НАТО напрямую вверх. А далее Дагестан. И я хорошо читаю сейчас бакинские паблики, различные соцсети. Там просто говорится, что никогда не было никакой России в Дагестане не было. Что это территория интересов, там, скажем так, великого народа. Но я опять говорю, официальная позиция властей, возможно, сейчас так не звучит. Власти в Баку молчат, но не пресекают эти разговоры. Разговоры есть, они ведутся в ряде социальных сетей. В принципе, когда ведутся разговоры, дальше, как вы сами понимаете, это имеет какие-то последствия. Дагестан действительно находится в очень опасной ситуации. Я знаю, что есть определенные спящие сети на Северном Кавказе. В моей родной Кабарде, Кабардино-Балкарии. Естественно, не буду сейчас уточнять, что и как, но поверьте, я владею информацией. И я понимаю, что такое исламизм и каким образом перекидывается контингент из района Пакистана на Южный Кавказ. Я специально не говорю, куда перекидывается. Но знаю, что там несколько десятков тысяч боевиков, возможно, уже находятся в районе Южного Кавказа. А это очень серьезно. Тем более, что если взять, что вокруг Черного моря действительно ведутся просто такая подготовка по диверсиям, что, ну, давайте приведу вам еще один конкретный пример. Еще в 2022 году Одесское отделение СБУ, это разведка Украины, заключила союз с британской компанией частной Prevail and Partners. Prevail and Partners – компания, которая обязалась вести диверсионную работу против российского Крыма при помощи своего литорального корабля. Литоральный – это корабль ближней полосы, который ходит вдоль побережья. Вот у этой ЧВК, вроде бы частной компании, есть свой собственный корабль. Ну а что удивляться? Я могу сказать, что в Британии есть ЧВК, тоже официально это ЧВК, который называется G4S.
G, потом цифра 4, потом Мгм. S. Количество членов этого ЧВК 680 тысяч человек. О, боже. Да вы понимаете, что это за цифра, когда сейчас президент России говорит, что всех сражающихся на фронте, на украинском, с русской стороны, с российской, 700 тысяч человек, включая дикую дивизию, которую я очень уважаю. Вот, во главе стоит, как мы с вами знаем, уважаемый человек, Абхаз, Мгм. награждал меня не так давно. Мне приятно. Но нас всего 700 тысяч. Но я считаю, что, наверное, Владимир Владимирович говорит только о первой линии, если там брать весь фронт, второй эшелон, а может быть 900 тысяч человек. Но понимаете, что такое ЧВК, в которой 680 тысяч человек? А Целая еще армия ведь есть государства. американский ЧВК, и не Мгм. только. Поэтому ситуация для Южного Кавказа – это пороховой склад и основное направление удара для НАТО. Я не сказал, что им это удастся, но они все делают для того, чтобы именно по этому сценарию пошел конфликт. Что хотят натовцы? Очень простой сценарий. Они смотрят на турецкую армию. Турецкая армия 800 тысяч человек. 400 в армии, 400 резервистов, которые завтра могут оказаться в кадрированных полках. Кадрированные, то есть когда есть офицерский состав, Мгм. так на гражданке отпущенное население, на самом деле это резервисты, постоянно проходят сборы, буквально сразу являются в часть. Это будет сразу 800 тысяч человек буквально за одну неделю. Меньше. 150 тысяч человек – это бойцы азербайджанской армии, которые прошли многие войны и которые абсолютно едины с турецкой армией. Общая система подготовки, общее образование, общее оружие. натовские бригады, кстати. И когда Алиев принимал в ноябре месяце у себя натовскую делегацию из многих стран, включая Францию, он заявил, мы стремимся к стандартам НАТО. Он может не стремиться, у него уже все стандарты НАТО есть, потому что у Азербайджана сейчас полностью структура армии НАТО, не бывшей Советской Республики, а именно НАТО. И оружие новейшее тоже НАТО. И сейчас они думают еще о том, что перебросить истребители из Пакистана, это J-17F, пакистанские истребители 4-5 поколения. Мгм. 40 единиц могут быть переброшены для Азербайджана на Кавказ. Меморандумы такие обсуждались, подписывались. Контракт еще не осуществлен, но тем не менее уже летчики проходят подготовку в Пакистане. Мне информация идет из Азербайджана, я об этом знаю. Поэтому это очень серьезная вещь. Это означает, что фактически у нас появляется большой кулак армейский, даже без Грузии, которая небольшая армия, но хорошая логистика для НАТО, даже без Армении, но это уже очень мощная армия. Если такая армия станет на Южном Кавказе, она там уже находится, и у нее есть своя идеология, и я знаю эту идеологию, она выражена очень четко в организации тюркских государств. У них единое, как сейчас говорю, происхождение, единая религия, единое мировоззрение, единая культура, единый язык и так далее. И единая система снабжения, которая идет от НАТО. Я ничего не прибавляю. Я могу вам сказать, что я даже многие вещи специально немножечко ретуширую, немножечко смягчаю. Это означает колоссальную опасность для Южного Кавказа. Поэтому, еще раз говорю, от Абхазии никогда Россия не откажется, потому что, во-первых, своих не бросают, во-вторых, это интересы и самой Абхазии, и России. Возможность для НАТО наложить лапу на Абхазию, во что я не верю, это, естественно, просто выйти на пистолетный выстрел относительно Новороссийска, относительно России. На этом воевать для Конечно. России будет, я даже не знаю, насколько сложно. Мы воюем тогда, когда есть необходимость всегда, но это будет уже совсем плохо. Поэтому можно быть уверенным, я так думаю, в территориальной целостности Абхазии. Я не Владимир Владимирович, как говорится, каждый на своем месте хорош. Но это интересы России. А Владимир Владимирович всегда защищал именно интересы России. Никогда ни одно свое слово он не поменял. И я понимаю, что, к сожалению, большая игра только начинается. И это не будет ограничено исключительно Украиной. Могу сказать то, что доходят планы натовских генералов до Арктики. То есть это тотально получается конфронтация. И ничего в концепции НАТО не поменялось даже после того, как Трамп изменил концепцию внешней политики США. Да, он ее поменял, а концепцию НАТО не поменял. В концепции НАТО все сказано. И, простите, я не вижу ни одного жеста, который показывал бы, что хоть в чем-то США отступились от своей общей линии. Если это было бы так, они прекратили бы передавать координаты целей ВСУ. Они продолжают передавать. Если бы не передавали, то ВСУ не могли бы стрелять по российским целям. Ну, хотя бы перестали передавать на день, на два, на три. Нет, запчасти поставляются.
Американские инструкторы, американские инженеры, которые обеспечивают полеты F-16, по-прежнему на месте, рядом с линией боевого соприкосновения. Поэтому почему я должен верить? Чему я должен верить? Бумажкам. Но Минские соглашения были. Где эти Минские соглашения? Мы помним, как в свое время перед Майданом тоже говорили о соглашениях, подписывали прямо за сутки до Майдана эти соглашения о том, что должна быть незыблемая власть Януковича. Поэтому я думаю, что абсолютно все, прежде всего Бадр Зурабович Бунбар и Владимир Владимирович Путин, все великолепно все понимают. Другое дело, что нужно время. Время нужно всем. Россия переводит экономику на военные рельсы, уж фактически перевела. Это не мои слова, это слова Путина. Он только что, 3 дня назад относительно нашего с вами разговора сейчас, сказал, что, пожалуйста, Россия готова к войне с Европой. Она этого не хочет, но если Европа сейчас решит устроить войну, чего ждать? Россия уже готова. Это очень серьезное заявление. Это означает, что Россия готова и имеет стратегические резервы для такой войны, имеет план такой войны, если на нее нападут. Имеет Александр возможность ее Германович, вести. они же заявляют, что они к 29 году будут готовы. А зачем ждать 29 года, когда мы сейчас готовы? Точно. Так вот мы с вами говорим одно и то же, то что все предполагали, что Россия не сумеет. Это, знаете как, это называется прочностные испытания, испытания на прочность инженеров. Я в авиации отработал более 1,5 десятилетия, хорошо знаю, о чем говорю. Когда, знаете, нагружают конструкцию, бесконечно кладут один вес, другой вес, третий вес, потом крыло лопается, оно не выдерживает нагрузки. И понимает, какая предельная прочность у этого крыла есть. Но сейчас то же самое пытаются делать с Россией. Есть украинский фронт, давайте добавим южное направление еще. Россия будет вынуждена туда оттянуть часть своих сил для безопасности, ослабить свой украинский фронт. Потом добавим еще чего-нибудь. Попробуем в Центральной Азии устроить диверсии. Да? Потом пытаемся устраивать диверсии в районе Прибалтики, где мы все знаем про Кая Каллас, про нацистов, таких как Новоседа, не только. Много рычагов они могут подключить, конечно. Вот много инструментов у них по-прежнему еще. И получается, что Россия к этому готова. Понимаете, в чем дело? Я как раз сам не ожидал, что Владимир Владимирович скажет то, что мы готовы. А это что означает? Это означает, что Россия не будет воевать так с другими государствами, с НАТО, если навяжет войну, как сейчас она воюет на Украине. По той простой причине, что Украина братский народ. Максимальное количество людей, которые могут быть спасены, спасается. Я вас уверяю, сейчас только что войска вошли в Красноармейск, российские, освободили Красноармейск, бывший Покровск, украинские. Из-под развалин 300-400 человек сумели достать, нормальных гражданских лиц, и отправили их в тыл. То есть спасают людей, и максимально никто не пытается вести тактику выжженной земли. Но мы не будем так воевать, если станет вопрос нападения НАТО на нас. Будет совсем другая война. Кстати, вы говорили, что ключом к наилучшему решению задач Армении и России может стать Никарагуа. Об этом тоже будет интересно услышать нашей аудитории. Мне очень понравилось. Очень серьезная игра Путина, который ведет фланговый охват блока НАТО, создав ситуацию в Венесуэле, в Никарагуа, на Кубе. Он подписал военно-техническое сотрудничество и с Венесуэлой, и с Никарагуа. И там могут присутствовать и российские военные корабли, имеют право захода, и военные самолеты. Получается, что он создал для Трампа зону неудобства, которая разрушает его доктрину Монро, что в том полушарии исключительно только американская армия должна быть сильной, и никто другой. Получается такая симметрия. То есть на Украине получается американское оружие, американские инструкторы и так далее, а Никарагуа, Венесуэла, Куба, кстати, Мексика сейчас туда стремится, Бразилия может в эту сторону смотреть как член БРИКС. А это совсем уже не доктрина Монро, а российское присутствие прямо вот в 2 шагах у ворот США. Поэтому я понимаю, почему Трамп вынужден сейчас менять свою концепцию внешней политики. Но я ни разу не верю ни во что, пока не будут сделаны практические шаги, которые показывают, что действительно есть перемена курса. Вот и все. Ну, вы знаете, что много добровольцев из Абхазии участвуют в военных действиях на СВО. Заслуги многих из них отмечены высокими наградами. Буквально вчера Владимир Путин вручил золотую звезду одному из них, нашему соотечественнику, военнослужащему. Вот, Даниил Акус Болейник наградили наградой Героя России.
Это очень приятно. Многие сложили свои головы. Для нашего малочисленного народа, конечно, это очень ощутимо. Как вы видите, вот, возможно ли что-то спрогнозировать, как долго будет продолжаться специальная военная операция, каков ее вероятный финал? И иногда кажется, что исход войны определен и известен основным игрокам. Складывается такое ощущение порой. Смотрите, насчет абхазов. Абхазы присутствовали уже и в батальонах «Спарта», и «Сомали», естественно, в «Пятнашке». Вот, у меня есть нагрудный знак «Пятнашки», есть медаль от «Пятнашки», теперь это дикая дивизия. Вот, поэтому, да, действительно, ваши соотечественники, люди со мной одного корня, я считаю, древнехетского, если брать происхождение, действительно показывают себя достойными относительно своих предков. Это великолепно. В том, что касается будущего СВО, на мой взгляд, конфликт сейчас не прекратится. Невозможно. По очень простой причине, что нет никаких предпосылок для этого дела. Никто не собирается соглашаться на российские условия, это уже очевидно. Шумиха идет крайне давно. Но Россию это все-таки устраивает, я думаю. За это время надо еще чуть продвинуться. Россию устраивает обеспечение безопасности собственных границ, но сегодня территория России оккупированная, потому что территория России, согласно Конституции и принятым актам, это территория Запорожья и Херсонской области. Но сегодня они оккупированы. Я опять говорю абсолютно, вот как считайте, как компьютер. Не имеет значения, что я по этому поводу думаю сам. Есть Конституция, основной закон. В основном законе президент гарант нерушимости границ. И в Абхазии, и в России, и везде. Сейчас парламент России, Совет Федерации, все признали новую территорию частью России. Эта территория оккупирована. Соответственно, война не может прекратиться, пока эта территория не будет освобождена. Далее президент России дал приказ о создании буферной зоны, демилитаризированной зоны, как в Корее. Это официальный приказ, он был дан. Он не может создаваться только в каком-то одном месте. Когда речь шла о Курске, Белгородской области. А что, другие области, какие-то другие области? А какая должна быть эта зона? Она должна соответствовать дальнобойным характеристикам современного оружия. То есть, если она будет 1000 километров, это даже недостаточно, это минимальная зона. А теперь представьте себе, что Россия выходит на свои рубежи, и еще представьте себе 1000 километров вглубь территории, того, что сейчас мы называем Украина. И это где мы будем тогда? То мы дойдем уже до Западной Украины. Поэтому получается, что никто задачи не отменял. И, во-вторых, никто не менял наше нежелание жить с нацистами, простите, через буквально одну пограничную линию. Нацизм осужден в Нюрнберге, официально осужден. Поэтому нацизм запрещен. И эти факельные шествия, сожжение людей, там всякие культы древних богов скандинавских, там Вотана и так далее, это могу долго на эту тему рассказать. Культ черного солнца, который практикуется, это нацизм чистый. И Россия четко сказала, мы нацизм не потерпим, тем более у своих границ. Это наша историческая миссия, как советского своего народа, всех народов, тогда еще Советского Союза. Теперь независимых государств, но я думаю, что это объединяет всех людей здравого смысла, здравой воли. Поэтому я говорю, что абхазы, представители другой страны, союзного государства, они, да, естественно, сражаются. В том, что касается перспектив, НАТО тоже не уступит, потому что территория бывшей Украины принадлежит НАТО, принадлежит физически. Более 70% пахотных земель – это собственность американских корпораций. Залежи там, сланцевая нефть, все то, что есть Украина, уран, 16 залежей урана, это тоже поделено между натовскими государствами. Франция, США и так далее. Поэтому, естественно, они не согласятся. Поэтому я не вижу прекращения конфликта, вижу только хитрость какую-то со стороны НАТО. И не вижу ни одного практического шага, чтобы конфликт прекратить. В этой связи думаю, что следующий виток эскалации начнется поздней зимой и ранней весной 2026 года, на мой взгляд, исходя из моих расчетов. И далее конфликт будет развиваться, к сожалению, с провокациями, которые пойдут по этно-религиозному принципу по территории России через западные разведки, которые будут пытаться взрывать мир и согласие на нашей земле, прежде всего на Кавказе. Возможно, будут какие-то волнения не только на Кавказе, потому что над этим работает иностранная разведка. Я это очень хорошо понимаю, я знаю это по долгу своей работы. Поэтому давайте готовиться серьезно к тому, что конфронтация продолжится
не менее, как я говорил, выше уже 2-3 лет, это точно. Вот в некоторых ваших выпусках вы тоже вот говорите такое мнение, поднимаете вопросы, которые созвучны с обсуждениями, которые мы слышим вокруг себя всегда вот от друзей, знакомых. У нас здесь тоже любят поговорить о политике, и желательно о глобальной. Вот. О том, что часто приходится удивляться терпению, которое демонстрирует Россия. Вот, как вы сказали, в 2014 году обманули, там потом с Минскими соглашениями то же самое, затем Стамбульские соглашения. Часто вот эти красные линии обозначенные не размываются. И вот как долго Россия будет находиться в точке максимальной уязвимости? Ну, может, надо как-то дислокацию поменять невозможно. Вот, и еще вы говорили в период контрнаступа ВСУ, помните, чтобы было меньше жертв, можно было бы использовать, вы как знаток по вооружению, к примеру, говорили, что можно было применять термобарические боеприпасы, например, уменьшило бы это жертвы бойцов с российской стороны. Смотрите, с точки зрения применения оружия и с точки зрения терпимости России, Россия в 2014 году еще не была готова ни к чему. Советская армия прекратила свое существование, считайте, в конце 90-х годов. Я не буду говорить о темном периоде в истории России. Могу, я совершенно не скрываю эти вещи и рассказываю всегда подробно. Но сейчас времени эфира не хватит. Поэтому коротко вам отвечу следующее, что, смотрите, относительно подготовки России в 2014 у нас было менее 40% современных вооружений. Тогда, когда Россия в 2022 году вошла на Донбасс, оказывая братскую помощь, у нас было 250 тысяч штыков. Против нас стояла армия 650 тысяч штыков, которая, между прочим, была у себя дома и готовилась к этому давно. И многоярусные укрепления имела из железобетона. И я считаю, что чудо, что удалось освободить ту территорию, которую на сегодня мы освободили. Это чудо. Поэтому, заметьте, начиная с 2022 года Россия совершила гигантский скачок с точки зрения формирования очень большой армии. Понимаете, сколько это стоит с точки зрения сумм, то есть денег элементарно. Сейчас армия, мы называли выше цифры, а президент сказал 700 тысяч бойцов на фронте, приблизительно. Я там говорю, может быть, 900 тысяч человек, около миллиона. Если брать вторую линию, там, специалистов военных, инженеров и так далее. Ну так вот, представляете, эти люди, они едят хлеб каждый день, 3 раза в день. И их всех содержит страна, причем очень хорошо содержит, потому что это герои, потому что им платят, ну, я бы сказал, вполне достойное удовольствие, как военным людям. В семьи обеспечивают, их детей обеспечивают. Даже там дают налоговые льготы всякие, по ипотеке, по всему. Это большие очень деньги. И поэтому создать такую армию, создать военную экономику, каждый день фронт потребляет не менее 10 тысяч снарядов. Чтобы держать фронт, нужно 4-5 тысяч. Александр Германович, очень жаль, что я не успеваю задать еще несколько вопросов. Вы опаздываете на встречу, и поэтому не можем продолжать далее. Но я думаю, в следующий раз мы это продолжим. Благодарим вас за интервью. До свидания. Спасибо. Благодарю.